В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. И снова карантин в Якутске. Школьники с 1 по 8 класс не учатся до конца следующей недели. Земский учитель. Педагогам, решившим переехать в села и малые города, выплатят по 1 миллиону рублей. Крупный пожар в Якутске. В огне двухэтажного дома погиб человек. Проблемы столичных дорог. Активисты ОНФ выявили целый ряд нарушений по уборке снега в Якутске. Жители Чульмана жалуются на грязную воду. В квартирах из-под крана идет ржавая вода. Сказ Баланхо под таким названием в Алдане прошел фольклорный турнир. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Министерству по развитию Дальнего Востока функций по развитию Арктики и переименовании ведомства. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. В указе отмечается, что это необходимо для повышения эффективности госуправления в сфере развития арктической зоны России. Правительству поручено в течение 3 месяцев уточнить полномочия министерства в соответствии с этим указом, а также определить численность его сотрудников. Кроме того, Кабмин при необходимости должен обеспечить проведение реорганизации и провести свои акты в соответствии с данным документом. Вопросы Арктики обсудил и руководитель Якутии Айсен Николаев во время своей московской поездки с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Я внес предложение Валентине Ивановне в конце апреля совместно с Государственным собранием устроить в Якутске заседание расширенного комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональным вопросам и местному самоуправлению с участием руководства Совета Федерации, с участием руководства Министерства и ведомств Российской Федерации, чтобы обсудить вопросы развития Арктики. Это предложение Валентины Ивановны поддержано. Я надеюсь, что такое заседание у нас в этом году состоится, и оно послужит, конечно же, дальнейшему развитию арктической зоны республики, которая составляет 1,5 миллиона квадратных километров. Также глава Якутии обсудил вопросы реализации национальных проектов на территории республики. Были затронуты и проблемы в среднем школьном образовании. В Якутии достаточно большое количество аварийных школ, их у нас 52, и еще 8 зданий школ у нас сгоревших. А вместе с тем средств по федеральному национальному проекту практически не выделено, всего лишь около 500 миллионов. И здесь Валентина Ивановна тоже посоветовала, как строить работу, в том числе и с федеральным собранием, для того, чтобы был здесь достигнут положительный результат. И в ближайшие годы все-таки значительные средства были выделены республике для сноса и строительства новых зданий общеобразовательных наших школ. Еще одно нововведение в сфере образования появится со следующего года. Речь идет о программе «Земский учитель». Об этом в своем послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Учителям, решившим переехать в села и малые города, дадут единовременную выплату в 1 миллион рублей. Как отмечают в Министерстве образования Якутии, на сегодняшний день открыто более 800 вакансий. В школах не хватает учителей начальных классов, физики, математики, английского языка. Новая программа «Земский учитель» должна привлечь преподавателей в отдаленные районы республики. Между тем, необходимо создать условия для того, чтобы приезжие учителя оставались работать на местах. Мы надеемся, что реализация программы «Земский учитель» Республики Саха-Якутия позволит сбалансировать состав педагогических коллективов сельских общеобразовательных организаций, в первую очередь тем, чтобы привлечь и закрепить специалистов, квалифицированных кадров в сельских школах. Нам необходимо, наверное, с муниципалитетами в первую очередь отрабатывать формирование предварительного списка желающих принимать участие в данной программе. Но, естественно, мы будем ожидать нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые будут устанавливать соответствующие критерии для участия по всем субъектам Российской Федерации, да, исходя из тех потребностей, которые мы на сегодняшний день имеем. Поддержка рождаемости – одна из приоритетных задач правительства. В Ленске начальник социальной защиты встретилась с будущими мамами. Она рассказала женщинам о новых мерах социальной поддержки, которые озвучил глава Якутии. В
Всем известно, что с 14 февраля этого года глава республики подписал указ о дополнительных мерах на поддержку рождаемости в Якутии. Документ предусматривает такие меры поддержки, как выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в размере прожиточного минимума на него. Также выплаты предусмотрены при появлении последующих детей. При рождении, усыновлении второго ребенка региональный материнский капитал в размере 30% от семейного материнского капитала, предусмотренного федеральным законодательством. И при рождении, усыновлении третьего либо последующих детей ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка. Обо всем этом руководитель службы социальной защиты Наталья Логачева рассказала на встрече с будущими мамочками Ленска. Она пояснила, что основная цель указа не поддержка малообеспеченных семей, а повышение рождаемости. Поэтому выплата положена всем, без исключения готовящимся к рождению детей и женщинам. И сегодня наша цель – это информационная работа с населением, чтобы каждая семья, в которой планируется рождение ребенка, либо с 1 января этого года уже родился ребенок, чтобы она своевременно могла обратиться и получить помощь государства. Девушки были активны, задавали вопросы. В основном будущих мам интересовал размер дополнительных мер поддержки, также при каких условиях они будут осуществляться. Конечно, все остались довольны новой социальной выплатой, и каждая женщина заметила, что выделенные средства станут ощутимой поддержкой для их семьи. Хорошо, что появились такие меры поддержки, как бы в республике Саха-Якутия. Это стимулирует, наверное, людей для того, чтобы рожать второго и последующего ребенка. Хоть что-то, но на те же памперсы, смеси и так далее мы уже будем иметь и так далее. То есть за второго наша республика выдает деньги. То есть, конечно, это очень приличная сумма. Условия, порядок предоставления дополнительных выплат пока находятся в стадии разработки. Но то, что они будут, решено однозначно. Все женщины, родившие или усыновившие детей, с 1 января этого года получат дополнительную помощь из бюджета республики. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Усиление контроля над качеством подготовки донорской крови. Такое предложение внесено в Государственную Думу. Документ подразумевает уголовную и административную ответственность при нарушении подготовки донорской крови. Как к этой инициативе относятся в республиканской станции переливания крови и какое качество крови сейчас, расскажет Ольга Башук. 12 литров крови понадобилось, чтобы спасти жизнь Оксане Смольской. Всего 10 дней назад женщина вышла из комы. Из пограничного состояния женщину помогла вывести в том числе и донорская кровь. Сегодня это переливание. Я бы просто сейчас не лежала бы здесь. Меня бы просто не было. У меня просто 2 детей. И представляете, вот 2 детей остались бы без мамы. Поэтому я очень-очень благодарна всем людям, которые сдают кровь. Не только кто мне помог, а кто вообще сдает кровь. Это очень благородно, я считаю, и очень-очень-очень нужное дело. В республиканской станции переливания крови считают, ужесточение наказания – это преждевременная мера, в которой нет необходимости. Для того, чтобы обезопасить процессы заготовки донорских компонентов и переливания крови, необходимо лишь усовершенствовать нормативные документы. Сейчас доноры проходят тщательный отбор, сдают немало анализов. Все доноры обследуются у нас на гепатиты Б, С, ВИЧ. И обязательно еще обследуем доноров на содержание аланинотрансаминаз. И также определяем группу крови, проводим фенотипирование. То есть все, что касаемо обследования доноров, согласно всем нашим инструкциям, нормативным документам, мы все это проводим. И также уже с 2014 года мы проводим молекулярные исследования на уровне ДНК, чтобы минимизировать риск передачи гемотрансмиссивных заболеваний через переливание компонентов крови. Самое главное, чтобы мы выпускали компоненты крови высокоэффективные, качественные и вирус-безопасные, потому что наша задача не навредить больному. Уже 55 лет станция обеспечивает донорской кровью 46 медицинских организаций со всей республики. В их число входит и республиканская больница номер 2. Здесь, в кабинете трансфузионной терапии, в круглосуточном режиме готовы предоставить необходимые компоненты крови в 17 отделений стационара. Больные все поступают из города, из республики, да, скажем, после дорожно-транспортных происшествий, желудочно-кишечные кровотечения.
Также при ожоговой болезни могут быть переливания плазмы. Да? За прошлый год по всей республике было заготовлено 16 тонн крови. Это помогло спасти жизни более чем 12 тысячам пациентов. Однако необходимость в донорах растет с каждым годом. Ольга Башук, Джулус Иннокентьев, Якутск. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Проблемы столичных дорог. Активисты ОНФ выявили целый ряд нарушений по уборке снега в Якутске. Жители Чульмана жалуются на грязную воду. В квартирах из-под крана идет ржавая вода. Сказ об Баланхо. Под таким названием в Алдане прошел фольклорный турнир. В эфире Якутия-24 и мы продолжаем наш выпуск. В результате пожара в Якутске погиб человек. Сегодня около 17 часов загорелся двухэтажный деревянный дом по улице Билибина. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На данный момент огонь уже полностью локализован. По предварительным данным, погиб один человек. Жильцы расселены по родственникам и знакомым. Причина возникновения огня устанавливается. На месте пожара работает следственно-оперативная группа. В Якутске все сложнее становится ситуация на дорогах. Активисты Общенародного фронта совместно с ГИБДД провели рейд, результаты которого вызывают массу вопросов к городским властям. Так зафиксированы грубые нарушения в уборке улично-дорожной сети от снега. Например, на улице Чернышевского под слоем снега не видно двойную сплошную линию. Такое наблюдается и на других участках дороги и может повлечь ДТП. На повороте улицы 50 лет Советской армии полностью засыпано снегом барьерное ограждение. А на перекрестке улиц Амосова и Чернышевского активисты зафиксировали дорожный знак, который имеет наклон более допустимых 4 градусов, плюс к этому зарос стальником. Мероприятие организовано в рамках майского указа президента страны с целью содержания дорог и дорожных знаков в нормативном состоянии. Как неудовлетворительно. То есть, как мы общались уже непосредственно с подрядчиком, по этому поводу выходили и говорили, почему нормативное состояние не приводятся дороги, да, то есть не в должном объеме. Говорит, мы работаем, но у нас есть определенные объемы, есть определенный план-график, согласно выделяемому финансированию окружной администрации. И снова без учебы. В Якутске объявлен карантин для школьников с 1 по 8 классы. Сегодня состоялось заседание эпидемиологической комиссии в администрации города. Приостановка учебного процесса объявляется с завтрашнего дня по 7 марта в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутске среди детей до 14 лет. Уникальный алмаз ювелирного качества массой почти 99 карат был добыт на трубке Заполярной Верхнемунского месторождения. Это уже вторая крупная находка с момента запуска месторождения в октябре прошлого года, что позволяет говорить о большом потенциале Верхней Муны. Не каждая кимберлитовая трубка регулярно приносит особо крупные алмазы массой более 50 карат, прокомментировали в компании «Алроса». В Якутии начали проверять освоение дальневосточных гектаров. Работой занимаются территориальные подразделения Минэкологии Республики и Лесничества. По данным министерства, с момента действия закона на территории земель лесного фонда Якутии поступило более 6 тысяч заявок на получение гектара. Из них количество заявок от жителей других регионов составляет 1%. Всего заключено 2889 договоров. Согласно статистике, основными видами использования граждане определяют отдых и туризм, индивидуальный жилищное строительство, дачное, личное, подсобное или сельское хозяйство, а также охота и рыбалка. Жители поселка Чульман жалуются на грязную воду из крана в своих квартирах. Как выяснила наша съемочная группа, такое явление бывает здесь периодически. Репортаж Александры Цыбиковой. Жительница Чульмана Наталья, проживающая по улице Школьная, жалуется, что в течение 2 дней невозможно было пользоваться ни горячей, ни холодной водой. Позавчера и позапозавчера вода была ужасная, грязная. Да? Сегодня вот она уже лучше идет, вода. А вообще и холодная, и горячая вода очень часто бывают ржавые. При этом она отметила, что никаких предварительных предупреждений и объявлений не было. Жительница не знает, в чем причина загрязнения воды, но предполагает, что это связано со старыми трубами. С выяснением причин мы обратились к главному инженеру управляющей компании. В доме у нас стоят полипропиленовые трубы. То есть то, что жрец говорит, что трубы менять надо, это
их не надо менять. Если бы они были ржавые трубы, то она бы постоянно ржавая бежала. А так, ну, я так поняла с ее разговора, что 2 дня только вода у них была ржавая, а потом, значит, это было связано с какими-то ремонтными работами, которые проводили ресурсники. Причины ржавой горячей воды из-под крана могут быть следующими: плановое отключение, плохая очистка горячей воды и подача воды с осадками. Также существует много и других причин. Если временами из-под крана идет ржавая вода, это тоже не относится к норме. Ржавчина может течь только после плановой проверки, ремонта или замены труб. В остальных случаях нужно сразу обращаться с претензией в управляющую компанию. Александра Цыбегова, Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нейрюнгри. 5100 часов налета. Такого результата достигла бортпроводница авиакомпании «Полярные авиалинии». Сегодня стюардесса совершила свой юбилейный вылет. О работе тех, кто отвечает за порядок в салоне воздушного судна, а подчас и за безопасность пассажиров, расскажет Дмитрий Тымыров. Марфа Пахомова – счастливая многодетная мама, любящая жена. Родные называют ее ласково «небесный ангел». Ведь каждый день большую часть времени она проводит в небе. При этом Марфа по специальности учитель английского языка. Пришла в авиацию совершенно случайно в 2004 году. Вообще я искала работу. Я сидела без работы год после окончания учебы. В тот момент мой первый муж работал в УТЦ, учебно-тренировочном центре. И там он узнал, что идет набор. И, то есть направил меня. И так получилось, что я попала сюда, и как оказалось, что это мое. Рабочий день бортпроводника начинается за час до полета. Тут как в армии. Построение, летучка, инструктаж, медосмотр. Доброе утро. Здравствуйте. Пахомова. Белая гора. Белая гора, да? Ага, документы? С собой в порядке. Ага. Вчера. Пульс. Далее проверка службы безопасности, и лишь потом стюардессы попадают на свой борт. И уже здесь они принимают салон самолета у мастера. Перед каждым вылетом мы сдаем салон бортпроводникам. Мы экипируем самолет. До этого девочки его убирают тщательно. Экипировка, я проверяю как мастер. И бортпроводник принимает самолет. Сегодня очередной рейс. Марфа будет сопровождать пассажиров до Белой горы. Она отмечает, что их пассажиры, а в основном это жители северных и отдаленных районов, отличаются от остальных. Наши пассажиры, кстати, очень спокойные, потому что они у нас живут на северах, они у нас терпеливые, привыкшие. Поэтому очень хорошо всегда. Таких конфликтных ситуаций особо, я бы не сказала, что прямо много бывает. Практически нет. Хочу сказать о роли бортпроводника в полете. Очень высокая. Бортпроводник является членом экипажа. И, в принципе, отвечает за порядок, дисциплину в пассажирской кабине, в салоне. Примечательно, что текучести кадров среди бортпроводников нет. Те, кто полюбили небо однажды, остаются верными ему навсегда. Стать небесным ангелом лицом национального перевозчика Якутии не так-то и легко. Такой шанс выпадает очень редко. Только тогда, когда авиакомпания объявляет набор на позицию бортпроводника. А для этого вам нужно постоянно мониторить сайт авиакомпании. Но, как отметили в полярных авиалиниях, сегодня у них такой вакансии нет. И не факт, что она появится завтра. Набор бортпроводников мы не проводили где-то, по-моему, с 2014 или 2015 года. Сейчас в проводниках мы не нуждаемся, набор не проводится. Коллектив работает, проводников достаточно для того, чтобы выполнять программу полетов, которая и компания запланирована. Авиакомпания «Полярные авиалинии» в зимнее время выполняет до 4 рейсов в сутки. Летом эта цифра достигает до 7. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Сказ Абаланхо. Под таким названием в Алдане прошел фольклорный турнир. Знания эпоса продемонстрировали школьники и студенты. Вокально-хореографический поединок стал одним из мероприятий декады родного языка и письменности. Легенды и сказания в материале Татьяны Вахниной. Легенды о храбрости и отваге Нюргуна Баатура Стремительного, о красоте его возлюбленной Кыыс Нюргун, о всесильных богах и главе Нижнего мира Арсане Дуалае зазвучали на якутском и русском языках. Декада родного языка и письменности в Алданском районе открылась фольклорным турниром «Сказ Абаланхо». Да, конечно, для детей это очень важно. Они узнают о своей родине, о стране, в которой они живут, о республике, в которой они живут. Им самим интересно узнавать и об
былинах и о старинных каких-то преданиях. Костюмы, от костюмов они вообще в восторге, им очень нравятся костюмы. Фольклорный турнир включил конкурс сказаний Аланхо и смотр-конкурс традиционного якутского танца Осоухай. Отрывки эпоса исполнили школьники и студенты. Знаниями фольклора и артистизмом померились порядка 30 человек. В вокально-хореографическом поединке приняли участие ребята из отдаленного поселка Угаян. В прошлом году помогали же провести здесь в Аланхо этот венкийский материал, Нимгакан, сказители. Мы это все подготовили в селе Угаян. Там они приезжали к нам, советовались. Из Саха-театра артисты приезжали. Все как оформить, как наши обычаи, традиции, все они изучали. Декада родного языка и письменности включает множество мероприятий и конкурсов. Готовясь к вокально-хореографическому поединку, ребята не просто оттачивали технику исполнения. Они прежде всего знакомились с культурой народа Саха. Данное мероприятие проводится районом ежегодно. Данный турнир – это второй турнир и набирает обороты. В рамках декады родного языка и письменности, помимо фольклорного турнира «Сказ об Аланхо», состоится смотр исполнителей венкийского эпоса Нимгакан, а также конкурс исполнителей русского героического эпоса. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сегодня во всем мире отмечают День полярного медведя. Основной целью этой даты является распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. Ну а в самом северном зоопарке Арто-Дайду его отмечает по-особому. Здесь живет полюбившаяся всем парочка Колымана и Ломоносов, рассказывает Анастасия Данилова. Колымана и Ломоносов провели этот день вместе в одном вольере. Всю зиму они провели порознь, а теперь с приходом весны они будут жить вместе. Медведи встретили друг друга теплыми объятиями после долгой разлуки. Пару разлучили по разным вольерам в начале зимы. В дикой природе эти особи так и живут поодиночке. Но в брачный период с марта по июнь самцы следуют за самками, и тогда животные воссоединяются. В этом году сотрудники зоопарка по традиции приготовили для мишек праздничный торт из рыбы и свежих овощей. Однако медведям после такого длительного расставания не до угощений. Впервые, наверное, на моей памяти это первый раз такой теплый день полярного медведя. Очень так тепло и романтично. И встреча их состоялась сегодня, да, Колымана и Ломоносова после зимовки. И мы видим, что они очень соскучились друг по другу и тепло встретились. Они даже не обращают внимания на наши торты, которые мы им приготовили. Напомним, Колымана – спасенный найденыш, который нашли в 2012 году на арктическом побережье республики. После перевозки ее в новый дом зоопарка Арто-Дайду ей подыскали жениха из ленинградского зоопарка. Как оказалось, и повадки у медведей соответствующие происхождению. Колымана, она такая из природы, дико, она прям берет клыками, рвет добычу свою, да, а он ест очень, знаете, как аристократично, кончиками, да, губ прям срывает потихонечку маленькими кусочками, да, только не хватает ножа и вилки, как говорится. Наши герои – молодые родители. Их дочь Харчана сейчас живет в Санкт-Петербурге. Посетители зоопарка до сих пор вспоминают смышленого медвежонка. Харчана была очень веселая, игривая. Она с мамой игралась. Нам понравилось, когда она за бочками ныряла. С мамой вместе ныряла за бочками, а когда достать не могла, мама прыгала в воду и подплывала вместе с бочкой к ней. Очень весело они играют. Помогала, да? Да. Да, они были очень дружными. Летом медведи ожидают увеличения площади. К их вольеру пристроили еще один, и тоже с бассейном. Можно считать, что у них теперь двухкомнатная квартира. Анастасия Данилова, Владимир Павлов, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам!